Общественная палата Российской Федерации во второй раз проводит экспертизу федерального закона о дальневосточном гектаре. Накануне законопроект обсудили в Москве. Принять участие в общественной экспертизе прибыли представители федеральных министерств сельского хозяйства по развитию Дальнего Востока, природных ресурсов и экологии и научных организаций, а также представители Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев и Республики Саха-Якутия. Это последний этап, возможно, обсуждения тех проблемных вопросов, которые не были приняты Комитетом Государственной Думы Российской Федерации, и общественность республики, парламент, правительство хотят довести до общественной палаты те вопросы, которые необходимо еще раз обсудить. На заседании была дана оценка основных поправок к законопроекту ко второму чтению. Предлагалась упрощенная схема кадастра земельных участков и определялись особенности предоставления в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков в Дальневосточном федеральном округе на землях лесного фонда. Очень простой вопрос. Мы хотим оставить для коренных народов их исконные земли проживания, традиционной хозяйственной деятельности и промыслов. Член Общественной палаты России Марина Богословская подвела итоги деятельности Общественной палаты Республики, где указала на большой резонанс в Якутии по данному вопросу на основе сбора общественного мнения. С основным докладом и предложениями по доработке проекта закона выступила Зоя Афанасьевна Корнилова. В этих условиях какая необходимость эти земли раздавать по га? Га не может кормить теленка. Урожайность там только всего 2 центнера. Понимаете, вот как? И поэтому мое предложение. Необходимо эти земли перевести на земли, резервированные государственных нужд. Это разрешается, правительство делает, но только сроком на 2-3 года. А надо его для Якутии как исключение. Пусть правительство России принимает решение эти земли отнести к резервам до 2035 года, чтобы сохранить эту кладовую, это богатство для нашего народа России. Здесь нужно искать компромисс, коллеги, учитывая особенности, в первую очередь, ископаемых, особенности, сложности занятия сельским хозяйством. То есть мы должны на этот вопрос подумать, ответить. Общественная палата вынесла предложение учесть в законопроекте все замечания, в том числе интересы коренных малочисленных народов Севера. Влад Давыдов, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.